эпидемиологическом плане он широко распространился. Он отличается тем, что тоже очень патогенен для человека и вызывает очень серьезные заболевания в легких, особенно у лиц пожилого возраста. Нарушается гемодинамика, нарушается кровоснабжение, нарушается дыхательная система, здесь падает сатурация, значит, насыщение крови кислородом. В связи с эпидемиологическими проявлениями, которые у нас были, да, масочный режим, то тогда не было таких острых респираторных заболеваний, как риновирусные инфекции, другие инфекционные заболевания, которые передаются воздушно-капелем. Но в настоящее время мы имеем в равном соотношении и COVID-19, и острые респираторные вирусные инфекции другой этиологии. Симптоматика у всех этих вирусных инфекций одинаковая. Это температура, это насморк, это чихание. Дело только в тяжести заболевания. От установки диагноза зависит очень многое. Если мы правильно установили диагноз, то и лечение пойдет правильно. Это бактериальное или вирусное, это очень важно. Иногда необоснованно назначают больным антибиотики, понимаете, нужно или нет, да? Мы прекрасно знаем, что на вирусы антибиотики практически не действуют.